Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Цели и задачи. Проблемный вопрос, что решат худалую войну. Так, дадишь до постепенно нашел, что до больше, да уж будет. Рамзан Кадыров провел совещание, посвященное развитию Серноводского района. Горные районы. Новое здание сельской администрации расположилось прямо по дороге Нижние Воронды-Шато. Его площадь составляет 110 квадратных метров. Сейчас работа на этапе возведения стен. Инвестиции и инициативы для улучшения качества жизни. С высоты птичьего полета. Это новое ощущение, это определенный риск. Его надо сводить к минимуму, надо его адекватно оценивать. И через такие тренировки, благо здесь все условия есть. Спортивные события в Чеченской Республике по традиции завершают сезон парашютных соревнований в России. Глава региона Рамзан Кадыров провел традиционное совещание по социально-экономическому развитию одного из муниципалитетов республики. Сегодня на повестке вопросы развития Серноводского района. Подробнее в сюжете Медины Мударовой. Открывая встречу, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров напомнил, что совещание по проблемным вопросам в районах региона проводится регулярно, а все поручения исполняются оперативно. Самое главное – благополучие жителей, отмечает руководитель субъекта. Так, проблемный вопрос, что решат худалую войну. Так, дадишь до постепенно нашел, что до больше, да уж будет, да, там до войны. Серноводский район не удается, так, дождь глава района не да, Серноводский муниципальный район. Он динамично развивается и за последние годы заметно изменился. В первую очередь это проведение масштабных и благотворительных акций от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. За последние 3 года поддержка оказана 120 тысячам человек. Это финансовая и продуктовая помощь, улучшение жилищно-бытовых условий, поддержка семьям погибших участников специальной военной операции, 24 квартиры и 6 жилых домов для малоимущих. Проведены работы по улучшению коммунальной инфраструктуры района. Значимым событием стало преобразование сельского поселения Серноводское в городское. В 3 населенных пунктах идут работы по реализации инвестиционных проектов и строительству домов для семей, которые изъявили желание вернуться в родовые села. Глава администрации Серноводского муниципального района Исмаил Исраилов в своем докладе также рассказал о привлечении бюджетных и внебюджетных инвестиций. За счет небюджетных средств проведен ремонт дорог гравийным покрытием протяженностью 43,6 километров на сумму 7,6 миллионов рублей. В рамках социальной догазификации 2021 года проведены газовых линий до границ участка протяженностью 35 километров, подключено 410 домовладений. За счет средств местного бюджета проведены работы по благоустройству 9 улиц устройством асфальтированного покрытия автодорог протяженностью 5,7 километров на сумму 63,8 миллиона рублей. Проведен капитальный ремонт уличного освещения. Серноводск-Асин протяженностью 3,3 километра на сумму 12,5 миллиона рублей. Благоустройство 6 общественных территорий на сумму 48,2 миллиона рублей. Построены 3 спортивные площадки на сумму 15,2 миллиона рублей. Благоустройство территории парков Серноводская на сумму 7 миллионов рублей. Благоустройство общественной территории Серноводск и Асиновска на сумму 26 миллионов рублей. По программе комфортной городской среды с 2021-2023 года благоустроено 4 общественных территории на сумму 9,6 миллионов рублей. Благоустройство 3 набережных территорий на общую сумму 6,5 миллионов рублей. Благоустройство зоны отдыха станицы Адской на общую сумму 3 миллиона рублей. По программе обеспечения жильем молодых семей 2022-2023 год социальные выплаты получили 14 семей. Уважаемый Рамзан Ахматович, в Серноводском районе планируется строительство канализационных коллекторов Серноводск 2,8 километров, самотечной линии 5,9 километров на сумму 93,3 миллиона рублей. Реконструкция подъезда города Серноводск с трассы Кавказ до города Серноводск протяженностью 5,3 километров.
Капитальный ремонт 3 образовательных школ на сумму 132 миллиона рублей и капитальный ремонт дошкольного учреждения сумму 46,1 миллион рублей. Благодаря мудрой политике государственных деятелей правильному курсу первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, также оказываю вами неоценимую поддержку, удалось достигнуть высокие показатели социально-экономического развития Серноводского района. Пользуясь случаем от имени всех жителей Серноводского района, это тебя лично хочу выразить слова благодарности вам, Рамзану Ахматовичу, президенту регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Эмане Несину Кадырову за постоянное внимание и помощь нуждающим нашего района. Рамзан Кадыров обратил внимание на один из перечисленных инвестиционных проектов, который входит в концепцию развития города Серноводск. Также руководитель субъекта поинтересовался проблемными вопросами района. Там же поручил их решить. Инвестиционный проект посчитать еще одно взгляду. Они разработали проекты инвестиционной концепции развития города Серноводска. Уже инвестор собрал бешку хапур манцан ай утилитича. Утилитича, когда диабет кивает, Дересу. Проблемный вопрос, что шейн решать содлушил. Вопрос мелно что сделать. Рамзан Дересу из Ахмабар и утилитичу яха центр города площадь Шайга елерен дутха. Тогда Серноводск город хиру эльчане яха бо беша дутха. Министерство жилищного коммунального хозяйства разработает проект на 27 год центральной канализации царильчат, а тяну что я хатигата проблем школы и программе ают на 27 год. Дера дорвега из-за Джим Халахтаттер Кавказ постировой чукачев бульшиня уже доволен был и 860 метров не бывают центральной канализации. Ахматович, подъезд на Луцку 4-полосный. Ахтаурец венчали. Войны базин чул ахел поручение, войцун проект на этот год проект яла на 25-й год дал УТС бода бючбу 5,3 километр будет 7 чукаться 4-полосный ёхкам можно рабоч боксага. Музей да. Это да, мола. Директор Рамзанович. Это. Это. Это мола да. Хуже, mas vai проект сейчас лучше да, бал больше, но модуже ситуация мою. Еле поручение что да, лидер хау выполнять еще хай сейчас моду худу. Директор Рамзанович. Hoре on школон, хаустон проект шестон, а мелел поручение что хаустон дотик да бьюш мон белаш. Шеш Элиос Рокиала до халачактор дубош, дотик да белаш мон. Ларми мехта ин ай концепции тона утилитича от концепции яха 2,5 гитара латта под застройку дутра. В данное время наверное выделить латту из-за тянуш дочь, просто латту из-за и то тянуш то додюль дельч и латта цун замен кична и латта бау выгориза. Абау елчас это утилит реестр кичин чакта ходон да мула. Какие вопросы? Совещание завершилось выработкой конкретных шагов и сроков дальнейших работ. Это позволит значительно улучшить развитие района. Стоит отметить важность и актуальность нового формата совещания. Они позволяют решать проблемы каждого района на отдельных встречах в расширенном формате. Это позволяет улучшить качество жизни жителей и обеспечивает дальнейшее устойчивое развитие Чеченской Республики. Медина Мударова, Седалиан Пукаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести Чеченская Республика. Рамзан Кадыров провел совещание по вопросам участия регионов СВО на Украине. Политик обозначил наиболее эффективные пути противодействия нацистской и западной угрозе, заверив, что все необходимые ресурсы по вооружению и экипировке имеются. Обо всем подробнее Турпалали Тайсумов. Усиление борьбы против киевского режима и использование всех имеющихся огневых ресурсов. Такова повестка встречи главы субъекта с силовым блоком и руководителями муниципалитетов. В своем обращении к присутствующим генерал-полковник говорит о необходимости в наращивании стрелковой мощи и подготовке новых профессиональных защитников Родины. Республика Дуковая Бешбелашбу, социально-экономическое развитие республики, новое строительство, созданные районы, кварталы, города, села, шайги, успех.
Помимо дон войн Махар дон республика дон Юнион Чах дорто халдойш войн дом давом бюч войн гушту дон так яки дон пачалкш дон новый пачалкш дон лабюч дон беш дом будон и дом болшня дон войт свой цат темп лах илаяц вой шайк темпш лака даютчу дом халумю вой пачалка дол беш бол дом дона он том водастан. Десятки дон, яки пачалок шлона, ще миллион дон, чуто шлона, ще миллион мача, бача, мелик дон, ки дополнительно лабл рабоч, хабош, дастан, ки дон дополнительно полколеч, там дало один соду, Особливо я hilsmen order dog tierstuwen. Tudel wasodon shavolchave nocho ulavel don ved haddon dastme uselvel lilvi schwarzon nochidon tan dorston holz woschelvi schudaston dogloschelvi schudanishte di schudon akahig di schutop kerlasto schutop kerloschelvi schudaston znat dadel gerzovega dadel техника duvega oso avoyuvega don. По окончании встречи Рамзану Кадырову показали трофейное оружие. Один из командиров чеченских подразделений армии по телефону доложил ему об истории захвата этого уникального военного экземпляра. Дело проходило в ходе боя по направлению Донецкой области. Из направления, Бахмутское направление. Позиция находится в Ушурш. Группа Вайлен, Будет тоже аквацентр. Is bijna nog zo. Bijna? Daar business die boel zijn dan. Goed te veel. Ik moet je chalet toe doen dan. Zwart dan. Geen dan bruin gemeente nog aan geen dan. Bruin geen. Daar moet al wat house doen. Excuseer что вы музейче да я dan. Когда история да, потом чек бал, когда мы выиграем войну, да, я на хайт рам дую, да, ночи, да, как Россия воевала, погайты дуем, да, сами годы. Да, иншаллах, все мы, Африка сейчас только в любом случае. Иншаллах, Ахмад Сила. Такие результаты показывают большое мастерство военнослужащих из нашего региона. Все, что им нужно, предоставляется всегда. Остается лишь сплоченно идти к намеченным целям. Турпа Лолита Исумов, Ислам Ибрагимов и Саид Селиман Пукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Из Грозного в зону проведения специальной военной операции в очередной раз отправились добровольцы со всей страны. Среди них есть опытные бойцы и новобранцы, однако каждый прошел ускоренный курс военной и огневой подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Экипировкой и всем необходимым бойцов обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Председатель правительства Магомед Даудов по традиции проводил бойцов. Ассаламу алейкум! Бойцы, как и всем тем тысячам нашим добровольцам, которые отправились в СВО, мы вам в первую очередь желаем, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми к своим семьям, чтобы вы берегли друг друга, чтобы вы поддерживали друг друга, это самое главное в зоне проведения СВО. Бойцы, один из самых главных правил – это выполнять приказы безоговорочно своих командиров, слушаться их, слушаться наставников. В любом случае, вы сами понимаете, мы все понимаем, видим это. Каждый месяц выезжаем туда, общаемся с нашими бойцами. Самое главное – это стойкость, взаимоподдержка. А дух у вас есть. Почему? Да потому что вы сегодня это всем доказали. Стоя здесь, в аэропорту Грозном, плечом к плечу, уже остальные жители нашей Родины, увидев это, они сами понимают, что вышли на тропу истинные патриоты нашей страны. От вашего имени я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который уже
Вы сами знаете, видите, исходя из того, что вы это видели, я уверен, что вы здесь находитесь, взял на себя большую нагрузку. Ну, как мы все знаем, он не считает это нагрузкой. Защита Родины, своей страны, это не нагрузка. Это приоритет этому человеку от Всевышнего. Мы это все понимаем. Также Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который не только нам помогает, бойцам спецназа Ахмат, но и с первых же дней каждую неделю доставляет в Донбасс, освобожденные территории, продукты питания, медикаменты, скорой помощи, оборудование, бытовая химия, все, что необходимо для человека, чтобы он жил в человеческих условиях. Ну а также нам помогает всем тем, что нам необходимо. В Министерстве внутренних дел по региону обсудили готовность к обеспечению правопорядка во время празднования Дня города. Аслан Ирасханов провел межведомственное совещание с руководителями органов и подразделений правоохранительных ведомств. Он отметил, что на День города запланировано десятки праздничных мероприятий, и важной задачей является следить за безопасностью жителей и гостей республики. Турпалали Тайсумов продолжит. Готовность стражи порядка к обеспечению безопасности субъектов в преддверии больших праздников. Грозный вот-вот отметит свое 206-летие. Министр внутренних дел по региону Аслан Ирасханов вместе с коллегами по силовому блоку провел встречу в стенах данного ведомства. Сотрудникам и подчиненным он напомнил, что ничего не может помешать радостным моментам для людей, которые ежегодно празднуют это торжественное событие целыми семьями. Ассаламу алейкум. Уважаемые коллеги, сегодня на совещании мы обсудим готовность к обеспечению правопорядка в ходе празднования 206-й годовщины Дня Грозного 5 октября текущего года. Да, и мы выйдем, любой гума, Рамзан Ахматович, это указание, на высшем уровне даем чеках, хилмает, личный состав, Хауса Хауш, Едович, требует, праздник шедует у Ахтундера, мело, бдительно, четко. Города задействованы боча, 6 до утра, мело, 7 хуршлёна. В республиканском масштабе праздник дует, Хауса Хауш, бдительный хуршлён, 7 хурш. Начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов рассказывает, что для лучшей эффективности работы всех ведомств правопорядка необходима самоотдача каждого сотрудника индивидуально. Если все будут на своих местах и отвечать за возложенные на них задачи, то Грозный станет площадкой самого безопасного веселья, каким и является уже очень давно, как и регион в целом. Kicsileg bőrülre, vagy üstérizér is jó sok kicsilecs. És sás stolcs mette, de már árhegel, sás námaszti khadar kezatni na faktemi. Akhway يقم مربراتش ده شقي يقم مربراتش يا حوال أخوات مربراتي ده المواوية بعد ما يصدق شقة خلو وحلوة سلاح ومخدة رمضان عجي وقام رزيد وشه. Пожелав успехов в предстоящей работе, официальные лица завершили беседу. Теперь сотни сотрудников правопорядка будут контролировать все общественные места столицы. Большое веселье совсем близко, и подготовиться нужно основательно. Безопасность превыше всего. Так правоохранительные органы настраивают всех сотрудников к ответственности и внимательности во время знаменательных дней. Цель одна – сделать праздник для жителей веселым и незабываемым. Турпалали Тайсумов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Шатойском районе идет строительство здания местной администрации, а также мечети на 2500 мест. Строительные работы реализуются по поручению главы региона Рамзана Кадырова. Подробнее в сюжете Медины Мударовой. Новое здание сельской администрации расположилось прямо по дороге Нижние Воронды-Шато. Его площадь составляет 110 квадратных метров. Сейчас работа на этапе возведения стен.
Ранее в селении Нижние Воронты здания администрации не было. Долгие годы работники ютились в помещении фельдшерско-акушерского пункта, где не хватало кабинетов. Эту проблему затронули на совещании с главой Чеченской Республики. Рамзан Кадыров поручил оперативно решить этот вопрос. Строительство ведется за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. На территории дано было поручение, два еще поручения, обеспечить сотовой связи Нахчикалойское сельское поселение, которое находится в самой дали района. В настоящее время там Министерством транспорта и связи ведутся работы по налаживанию связи. Также было дано поручение по капитальному ремонту отдела культуры Шатойского муниципального района. В настоящее время нами проведена работа по подготовке сметной документации и прохождению государственной экспертизы. Все эта работа сделана и передана в Министерство культуры Чеченской Республики для включения в программу. Поручение главы Чеченской Республики находится на особом конторе у главы администрации Шатойского муниципального района, и ежедневно проводится работа по исполнению данных поручений. В скором времени приступят к устройству кровли, далее начнутся внутриотделочные работы. В новом здании будут созданы комфортные условия для приема граждан, обеспечена доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также оборудованы современные рабочие помещения. Это кабинет администрации, бухгалтерии, финансиста и участкового. Сдать объект планируют до конца года. Радость разделили и местные жители. Теперь, обращаясь за услугами, им не придется тесниться в узких коридорах. А в Шатое возводится мечеть на 2500 мест площадью 1250 квадратных метров. Работы начались в начале года, а завершить их планируют в конце 2024-го. На объекте трудится 6 единиц спецтехники и 15 рабочих. В настоящее время стены уже возведены, ведутся работы по устройству кровли и начата внутренняя отделка. Здесь уже возведено 2 минарета, их высота составляет 23 метра. Все оснащение региональный общественный фонд также взял на себя. Всего в Шатойском районе 53 мечети и 23 рузбы мечети. Строительство новых объектов является важной частью программы развития района. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Гудермесе стартует масштабное соревнование по парашютному спорту. 2 крупных события состоятся в Центре парашютной подготовки Good Sky на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Лучшие парашютисты из России, Казахстана и Беларуси будут бороться за звание сильнейших. Как проходят подготовки к состязаниям в следующем сюжете. Экипировка, крепление, парашют. Все детали проверяются максимально внимательно. От этого зависит успех прыжка. Старший тренер сборной России по купольному пилотированию Сергей Романюк каждое действие выполняет уже на автомате. На его счету более 10 тысяч прыжков. Парашютным спортом занимается 31 год. По сей день он продолжает развивать свои навыки. С 2003 года практически каждый год я в составе сборной России. Это сколько получается? 21 год уже. Вот. Очень люблю сюда приезжать. И приезжал на первый кубок, соответственно. Сейчас вот мы прыгаем, по сути, у нас 5 человек сейчас здесь на новых вот этих системах «Мутант», которые убирают лобовое сопротивление, скорости выросли позавчера. Скорость входа воды там, свыше 150 км в час. И это новое ощущение, это определенный риск. Вот, его надо сводить к минимуму, надо его как бы адекватно оценивать. И через вот такие тренировки, благо здесь все условия есть, соответственно, самолет, погода, замечательное озеро, вот, площадка тоже развивается. Опытных парашютистов, как Романюк, здесь немало. Надев экипировку, спортсмены садятся в самолет и взлетают на высоту более 2000 метров. Купольное пилотирование. Парашютистов этой дисциплины сравнивают с пилотами болидов. Участники должны прыгнуть с высоты почти 2000 метров и на огромной скорости пронестись над специально установленным бассейном. Погода в этот день нелетная, признаются спортсмены. Прыжок прошел не совсем по плану, потому что погода сейчас как раз в 10 часов по прогнозу меняется.
сильный ветер сверху спускается к низу, и вот этот слой смены ветра заставил спортсменов, большинство спортсменов отказаться от разворота и приземляться мимо курса. Надеемся, что на соревнованиях такого не будет. Будем прыгать в более стабильные условия, и у всех все получится. Более 120 участников, приехавших со всех уголков страны, а также Казахстана и Белоруссии, готовятся к международным соревнованиям по парашютному спорту. Они поборются за звание сильнейших в дисциплине точность приземления. Здесь же пройдет финал Кубка России в дисциплине купольное пилотирование, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Сейчас уже конец спортивного сезона, и наш хороший, насыщенный спортивный сезон заканчивается финалом Кубка России, вот этими финальными соревнованиями. Спортсмены весь сезон готовились и, я надеюсь, покажут самые высокие результаты во всех дисциплинах. Большая конкуренция, ежегодно участников становится все больше. Соревнования организованы на высочайшем уровне. И если первые соревнования 4 года назад было всего 60 участников, сейчас уже почти 130 участников приехали сюда, в Гудермес. Отличная погода, и я думаю, соревнования пойдут в честной, в конкурентной борьбе, и спортсмены покажут высокие результаты. Совсем скоро эти парашютисты будут демонстрировать свое мастерство в грядущих турнирах. Пока идет регистрация участников, соревнования пройдут с 1 по 7 октября в одном из крупнейших в Европе центров парашютной подготовки Good Sky. Он расположен на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Торжественное открытие состоится 1 октября. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошли всероссийские соревнования по дзюдо на призы общества «Динамо». Юниоры и юниорки до 21 года состязались в 8 весовых категориях. По итогам соревнований спортсмены завоевали право на участие в дальнейших турнирах. А победителя о награждениях в сюжете Турпал-Али Тайсумова. Более 200 спортсменов приняли участие во всероссийском турнире по дзюдо среди юношей на призы общества «Динамо». Боролись как мужчины, так и женщины. По 8 весовых категорий с каждой стороны. Схватки проходили в рамках отборочного цикла к другим турнирам. Организация стала возможной благодаря поддержке Федерации дзюдо. Чеченское региональное отделение спортивной организации «Динамо» проводит подобные встречи в еще больших количествах. По итогам наших соревнований спортсмены у нас определяются призеры, чемпионы, которые примут участие в первенстве России. В прошлом году исполнилось 100 лет образования общества «Динамо». Проводились сотни мероприятий, как спортивных, так и представительных. И я думаю, у нас в будущем такой темп сохранится и будем проводить в таком же русле. Присутствующие почетные гости отметили хорошую организацию и уровень спортсменов. Они следят за тем, чтобы все было в порядке, а выступающие соблюдали правила соревновательного этикета и не использовали запрещенные приемы. Это четко контролируется судейской коллегией. Конечно, хочется сказать, поблагодарить Федерацию дзюдо Чеченской Республики, региональное отделение общества «Динамо» за помощь в проведении данных соревнований, потому что очень сложно в настоящее время проводить крупные соревнования на столь высоком организационном уровне. И мы видим на сегодняшний день, что состав участников довольно-таки серьезный, много кандидатов в мастера спорта, есть мастера спорта, есть участники крупных международных соревнований. При всей дисциплине в зале жаркая обстановка от красивых схваток и мастерства выступающих. Их поддерживают многочисленные зрители, ведь соревнуются с разных регионов России. На татами дзюдоисты показывают мастерство высочайшего класса. Их возраст – это рассвет для закрепления профессиональной карьеры. Упорство поможет им взойти на вершину спорта. Среди участников есть те, кто выходит на татами подобного уровня не впервые и уже успел проявить себя. Один из них – Магомед Джамулаев. Он блестяще выступил в категории до 73 килограмм. Всероссийский я хорошо 22-го выиграл. По итогам победители и призеры стали обладателями медалей, грамот и кубков. В будущем для них настанет пора новых выступлений на самых престижных соревнованиях страны. Турпал-Али Тайсумов, Сайд Алиям Пукаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.